В Ухте запустили уникальный в республике проект «Подари компьютер детям». Общественник Игорь Филиппов собирает комплектующие и делает из них новые, пригодные для учебы машины для детей из малообеспеченных семей, у которых дома нет компьютеров. Первые 3 ценных подарка энтузиаст вручил ребятам сегодня. Виктория Науменко продолжит. Стимул дала пандемия, признается Игорь Филиппов. Шахтер по профессии, в период ограничительных мер он занялся и волонтерской деятельностью. Развозил продукты, оказывал помощь по дому. Общаясь с волонтерами, узнал, с какими проблемами сталкиваются люди без компьютеров. Особенно школьники на дистанте. Так и возникла идея собирать для таких ребят компьютеры из запчастей. Не самые мощные, но вполне пригодные для учебы. Благо сам Игорь в технике разбирается, а ему помогают друзья-единомышленники. В поисках новых компьютеров помогают. Кто-то по своим знакомым поспрашивает, кто-то в организациях спросит. Вот сейчас мне организация одна предоставила 4 системных блока, потому что у них идет списание компьютерной техники с баланса организации, и компьютеры уходят на помойку. А я их забираю, если требуется, дополняю деталями, чтобы он был гораздо мощнее, чтобы можно было осуществлять процесс именно учебы, чтобы был выход в интернет. Со своей идеей Игорь обратился в городской молодежный советы, получил поддержку и там. Общественнику предоставили списки нуждающихся семей от управления образования. Больше всех таких ребят оказалось в 14-й школе поселка Водный. Поскольку у нас школа поселковая, то много детей малоимущих, многодетных, опекаемых, которые как раз-таки нуждаются в технике. И вот дистанционное обучение показало, что не у всех была возможность своевременно отправлять домашние задания, работать дистанционно. И поэтому вот эта техника как раз-таки сейчас им поможет. Но в период актированных дней, когда у нас опять же дистанционное обучение, это тоже будет очень актуально. Девятикласснику Александру Агаркову и его младшему брату дистанционный формат обучения без компьютера давался непросто. Связываться с преподавателями приходилось только по мобильному телефону, работать на компьютере в гостях. К друзьям ходил. Сейчас я смогу лучше готовиться к экзамену. Сегодня братьям Агарковым Игорь Филиппов вручает один из 3 первых компьютеров, собранных в рамках проекта. Семье Павловых доставили второй подарок. У Елены 2 сыновей-школьников и подрастает маленькая дочь. Словом, компьютер нужен и сейчас, и на перспективу. Этот компьютер очень нам был нужен, потому как у нас нету выхода с учителями. Нам приходилось ходить в школу, носить домашнее задание, бегать постоянно, как-то связаться по телефону с учителями. Но это все равно сложновато. Сегодня 3 компьютера получили вторую жизнь и нашли владельцев, которые очень в них нуждаются. И на этом Игорь Филиппов останавливаться не намерен. В запасе у него множество комплектующих. Все хранится на складе Ухтинского дома пионеров, директор которого и по совместительству депутат городского совета активно поддерживает проект. Будем принимать участие как лично, то есть помогать в сборке этих компьютеров, нахождении комплектующих, но, естественно, как депутатский корпус, естественно, административным ресурсом, в поиске семей, в определении, кому нужно, в определении потребностей. Да? То есть нужно, наверное, всем, но кому нужнее. Помочь проекту может каждый деньгами или комплектующими компьютеров. Реквизиты указаны в группе проекта в соцсети ВКонтакте. По мере поступления средств организаторы предоставят финансовый отчет с фото, видеофиксацией вручений, чеков и приобретенных запчастей. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.